Стоят жаркие солнечные дни. Земля напоена влагой теплых дождей. На луках и в лесах распускаются яркие цветы и наливаются соком травы. Воздух наполнен сладким ароматом. Вот она и пришла, краса лета. После купальских праздников жители села Метели Дуванского района начинают большой покос. Готовятся к нему заранее и основательно. Ведь по народным приметам поздно скошенная трава с застоявшихся лугов горчит, а значит и зимнее молочко с таких трав будет не в сладость. На покос собирались раньше, да и сейчас. В баню сходят чистые, оденутся, нарядно оденутся на первый покос. Покос начинается с Петра и Павла. Только на лошади садятся и начинаются песни. И до самого покоса едут с песнями. И обратно тоже песни были. Все время песни были. Июль – краса цвета, середка лета. Месяц буйный, пышный и многоцветный. Июль косит и жнет, долго спать не дает. В нашем селе косы называют литовкой. Собирается литовка на черень. Черень называют косевище, вот кольца. Кольцо закрепляется клином. Но чтобы нормально косило, надо мерить вот расстояние от пятки косы до носка, чтобы было одинаковое расстояние. Одеваем кольца. И клинышек. Посылали на покос. Мне косить не приходилось. Все клепал литовки. На острую косу много сенокосу. Вот и стараются хозяева косы в порядок привести, чтоб звенела коса да веселилась душа. Ну, дорогие, все в сборе. Наступила сенокосная пора, трудная пора. Сыночек, вспомни, как мы тебя провожали на покосы. С 12 лет мальчишки начинали косить. Накосите травушки, насушите сенушка, накормим скотинушку. Будет вдоволь и молока, и мяса, и будет жизнь хороша. Вот тебе хлеб, ярушник хлебушка. Хлебушка силу придает. Благослови своего сына, пусть зарабатывает на хлебушка. Так что благословляю я вас на эту работу, и ты своего сыночка провожай, благословляй. Ну, сынок, пришел и твой черед зарабатывать на хлебушка. Пожалуйста, вот я благословляю и зарабатывай, корми семью на благо нашей семьи, чтобы у нас все в семье было богато, красиво, жили мы все, чтобы у нас все было покушать. Спасибо. И тебе, доченька, пришла пора на покос. Вот, ребятки, я вам ключевой воды приготовила, холодненькая. Только чтобы не заболеть, не простыть, вы ее сначала на солнышке подержите. Водичка чистая. Ну, пошли. Ну, пошли. Богом. Вся, кто дорос, спеши на сенокос. Травы в самом соку, только успевай косить, сушить, да в стога метать. Не то сено, что на лугу, а то, что в стогу, поговаривают метелинцы.
Вот так она должна. Вот. Учат метелинские бабушки своих внуков уму-разуму, как по всем правилам травы косить, да в стога собирать. Захватывай. Старайся прокосить. После Петрова дня у нас начинается покос. Трава уже подойдет к этому времени. Погода в это время всегда устанавливается хорошая. И вот начинается массовый покос. Для того, чтобы легче было косить, утром выходим рано на покос. Выезжаем на лошади, тут заматываем тряпочками хорошими холщовыми, чтобы не порезаться. Все с собой, воду берем, все, и косим. Ну, вот чтобы литовочка была хорошая, да, легче было косить. Когда покупаем в магазине, то обычно покупает тот человек, у которого есть музыкальный слух хороший. Вот она вот без деревяшки продается, просто вот это вот полотно называется. Вот так вот на левую руку вешаешь, вот так, без дерева, и стучишь. Вот это у меня глухой звук. Есть позвонче звук, еще есть потоньше там тональность. И чем звонче звук тоньше, так тем тверже литовка, и она лучше косить будет. Вот я себе, например, выбираю, чтобы не сильно звонко было, потому что точить, мне кажется, тяжело самой. Отбивать ее тоже тяжело, силы не хватает. Я говорю, я лучше чаще буду ее точить, да пусть она помягче сталь будет у нее. Ну, сынок, начинай. Покажи свою удаль. С Богом, сынок. А я посмотрю, как у тебя получается. Хорошо. Давай, давай. Покажи пример своим деткам. Котика обходи. Крепче косу держи. Половчее получится. Заходите, ребятки. Ну, смотрите. Будете начинать за своим папой. Ну, смотрите, вот наш покос. Давайте будем работать. Развернись, рука, размахнись, плечо, ты махни в лицо, ветер с полудня. Принимай гостей, степь привольная. Начинаем, детки. О! Шире плечо, покрепче косу держите. За ручку. Эх она, травушка, муравушка. Эх так. Красиво, коса-то свистит. Точить надо, чтобы коса. Это моя литовочка заветная, чтобы косила хорошо. Вот так. Отец мой очень серьезно относился к нам. Детей у нас было 8 человек. В первую очередь он, значит, учил нас точить литовку, чтобы инструмент работал хорошо. Сверху бруском ведем и снизу. И снизу самое главное, чтобы плоскость совпадала. Вот таким образом, чтобы не заточить. На это он очень обращал большое внимание. И когда косим, он говорил, что надо обязательно прижимать литовку носком. И косить так, чтобы видно было на прокосиве иголку. Никакой травы не оставалось. В цвету трава, косить пора. Покосная страда в самом разгаре. Трудиться метелинцам приходится с утра и до позднего вечера, не покладая рук. Но передышка в делах тоже нужна. Мешай дело с бездельем, проводи время с весельем, поговаривают сельчане. Пора и пообедать. Хлеб на стол и стол престол. Яйца вот тут и огурчики. Ой, пирожочки с утра написали. Вот давайте соль с стола оставят. Картошечку, девчонки, дайте. Яйца вот тут и огурчики. Трава моя, трава
Я помню свое детство, когда я был еще мальчиком лет 12-13, я участвовал, значит, на сенокосе. Тогда, значит, я на лошадей верхом подвозил копны к стогам, а мужчины скирдовали это сено в стога. Ночью, бывало, значит, с ребятишками пасли лошадей в ночное. У кого не было узды, прямо держались, значит, за гриву лошади и ездили, значит, на этих конях. Спали, там разжигали костер, пекли картошку вот, в этом костре. Вот. И так вот, значит, проходило, значит, мое детство. Помню, значит, как женщины, когда вот они шли друг за другом вручную косили косами, как в обед они, значит, садились, значит, за общественным обедом. И после обеда немного отдохнут. И, значит, домой, значит, когда уже едут, значит, такие песни пели, аж сердце, как говорится, замирало от этих песен. Ах, ты русская частушка, да чего ж ты хороша, а твоей веселой силы тает русская душа. Я косить-то вы косила, а грести-то вы не я. Я любить-то вы любила, завлекать-то вы не я. Вот девчоночки кидать, сенокосная пора. Ах, на танцы бы сходить, да мне батя не велит. Ох, петь-то я и плясать-то приятно. На работушку я, болит головка моя. Коси коса, пока роса. Роса долой, и ты домой. Июльский день в работе и в заботе пролетает незаметно. И вот уже солнце на землю опускаются, и жители села Метели Дуванского района спешат домой. Женщины своих коровушек подоить, а хозяева косы поточить, чтобы на следующий день опять с утра на покосы выйти. Не та забота, что много работы, а та забота, когда нет работы, уверены метелинцы.